В России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Во многих регионах разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с ковидом. В Москве вновь введен ряд ограничений. Дни с 15 по 19 июня в столице страны объявлены нерабочими. Ухудшение эпидемиологической ситуации наблюдается и в Республике Коми. Специалисты призывают граждан соблюдать масочный режим в общественных местах и вакцинироваться. В Инте продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. 11 июня прививочный пункт в очередной раз развернулся в здании городской администрации. Около 30 сотрудников разных отделов и управлений пришли на второй этап вакцинации. Первая доза «Спутник Ви» специалистам мэрии была введена ровно 21 день назад. Все чувствуют себя прекрасно, жалоб на плохое самочувствие ни у кого нет. На выходных мобильная бригада медиков работала в доме быта. По словам врачей, сейчас очень важно, чтобы как можно больше людей сделали прививку. Начался сезон отпусков. Риск заражения коронавирусом увеличился. Остановить распространение ковида получится только когда иммунитет к вирусу приобретет большинство жителей страны. Всплеск отмечается во всех регионах и в нашем в том числе. Мы снова отмечаем рост заболеваемости в нашем городе. Поступают пациенты в ковидное отделение. И, наверное, это обусловлено тем, что все-таки произошел какой-то период расслабленности. Стали игнорировать масочный режим. И как следствие, как результат мы видим новые случаи ковид-инфекции. Конечно, вакцинироваться нужно. Нужно предупреждать это заболевание. И мы продолжаем ведь нашу работу в выходные дни в Доме быта. Наш прививочный пункт продолжает работать. И, конечно, надо этим пользоваться беспрепятственно, без очереди, без записи предварительной. Приходить для тех, кто не имеет возможности в будние дни, пускай приходят в Дом быта, и мы приглашаем каждого, кто еще не вакцинировался. Тем более у нас отпускной период уже начался, и, конечно, и круг контактов расширяется, и дорога, поезд, с незнакомыми людьми тесный контакт вынуждены, какие-то мероприятия в период отпуска, культурная программа, музеи, театры, концерты, все что угодно. Все это расширяет наш круг общения и увеличивает вероятность заражения ковидной инфекцией. Поэтому я приглашаю всех на вакцинацию и напоминаю о том, что у нас в Дом быта есть вакцина Ковивак, которую можно сделать с интервалом 2 недели. 14 дней – это для тех, кого поджимает время, что называется. Вакцинация проводится совершенно бесплатно. Прививают интинцев разными препаратами – «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак». По словам медиков, все вакцины безопасны и эффективны. Искал дополнительную информацию, почитал для себя, плюс осознал, что необходимо, чтобы избавиться от этой болезни очень нехорошей, необходим общественный иммунитет. Поэтому принял решение и пришел сегодня, воспользовался этой услугой. 3 минутки с заполнением всех бумаг и, в общем-то, никаких проблем. Депутат Инты Илья Николаев призывает всех жителей округа на вакцинацию. Как говорит народный избранник, тем, кто еще не привился от коронавируса, надо бояться не вакцину, а страшное заболевание, после которого не все выживают. Страха перед вакцинацией нет. Действительно, город у нас небольшой, и все мы знаем, что у нас люди заболевали, а некоторые, к большому сожалению, и с очень печальным концом. То, что общественный иммунитет нам нужен, приходите, прививайтесь. У нас в Доме быта 2 вида вакцины. Это «Спутник Ви», «Ковивак» и «Ковивак». А в поликлинике «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». «Эпивак Корона» назначается пациентам на дому. Врач и медсестра выходят на дом к пациенту и проводят вакцинацию. Вакцинация это показана также лицам с наличием хронических заболеваний, серьезных, тяжелых. Вакцина она мягче переносится. И она удобнее транспортируется.
при температуре +2, +8 медицинская сестра спокойно может взять эту вакцину и прийти на дом к пациенту. Ну и самая распространенная и востребованная вакцина – это «Спутник Ви», «Гамковид-Вак». Она зарекомендовала себя как эффективная, как вакцина, которая достаточно быстро формирует довольно-таки устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции. Поэтому вот выбор есть, и выбрать на самом деле можно. На данный момент в Инте привилось от коронавируса более 4000 жителей. Тяжелых осложнений после прививки ни у кого не было. Некоторые пациенты почувствовали неприятные ощущения в месте укола, у кого-то могла подняться температура тела. Как люди болели, я видела. А как реакцию от прививки нет. Взвесила и пришла. Все. И как перенесли первый этап вакцинации? Первый этап вообще очень нормально, чуть-чуть рука поболела. Все. А сейчас что-нибудь почувствовали? Немножко волновалась. Все. Никакой боли, дискомфорта? Ну нет, это ж только начало, так не знаю, может будет что-то, ну, как прививки бывают по-всякому. Осложнений нет. Это самое главное, осложнений на вакцину нет никаких. Но те неприятные поствакцинальные моменты, которые наблюдаются где-то у 60% прививаемых, они все не являются осложнениями. Это повышение температуры, болезненность в месте инъекции, состояние разбитости, предгриппозный синдром, сонливость, головная мышечная боль. Ну, вот такие вот явления встречаются, скажем так, у каждого второго точно. Но это все проходит самостоятельно в течение 2, 3, 4 дней. У некоторых вообще никак не отмечаются никакие жалобы после вакцинации в поствакцинальном периоде. В Инте открыто несколько прививочных пунктов. Работают мобильные бригады медиков. Вакцинироваться можно на дому, в поликлинике, на работе и в доме быта. Центральная городская больница своевременно и в полном объеме получает все препараты и необходимое холодильное оборудование. Недавно в город были доставлены еще несколько морозильных камер для хранения вакцин. Мы получаем по линии Министерства здравоохранения оборудование. И буквально дней 10 назад мы получили новые морозильные камеры для хранения Гамковид-Вак вакцины «Спутник Ви», которые требуют особых условий хранения при низкой температуре. Мы получили 4 единицы морозильного оборудования и ожидаем еще и 5-ю единицу морозильного оборудования. Одну из морозильных камер мы установили в нашем мобильном прививочном пункте в доме быта. Конечно, это нам очень облегчило работу и создает и удобство для работы медицинских работников, и безопасность вакцинации для населения. То есть наша вакцина хранится при тех температурных режимах, при каких должна храниться. Все предыдущие выходные мы ее вынуждены были каждому дню доставлять и по окончании каждого дня снова увозить в низкотемпературное холодильное оборудование. Также мы установили из полученных морозильных камер, одну из них установили в прививочном кабинете первой поликлиники. Это дополнительная морозильная камера к уже имеющейся. Конечно, это тоже облегчает нам жизнь и работу, потому что объем вакцины постоянно увеличивается. И то количество холодильного оборудования, которое у нас имелось, уже было недостаточным. Поэтому Министерство здравоохранения обеспечивает всем необходимым оборудованием, и мы очень этому рады. Интинские врачи приглашают всех жителей округа, кто еще не сделал прививку, на вакцинацию. Горожанам необходимо понять, что в настоящее время вакцина – это единственное средство, которое поможет победить тяжелейшее инфекционное заболевание.